С начала 2022 года работники противопожарно-спасательной службы Ингушетии были задействованы на 913 поисково-спасательных работах, в результате чего спасено 909 человек, в том числе 73 ребенка. Об этом главе республики Махмуду Али Калиматову докладывает возглавлявший в текущем году Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Иса Татиев, который сегодня занимает должность главы администрации Сунжинского района. Мы усилия были направлены на реализацию государственной программы Республики Ингушетия для защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации. В свете этих решений в рамках данной подпрограммы проведена определенная работа. Это в законодательной части мы подготовили, провели 18 постановлений правительства Республики Ингушетия. Приняли 2 закона, 1 указ ваш и 2 распоряжения для приведения в соответствии с федеральным законодательством, те, которые у нас отсутствуют. За отчетный период Центром обработки вызовов 112 на оказание помощи населению принято 227 764 звонка. Все поступившие вызовы по линии оперативных служб обработаны и адресованы соответствующим службам для своевременного реагирования. Почему и помогаем там и техникой, и финансово, насколько это возможно. От вашего прибытия той или иной нехорошей ситуации, так скажем, аварии или пожар, или что-то еще, от вашего своевременного прибытия зависит и жизнь человека. Поэтому, если более 900 человек вами было на выезде, скажем, спасено, это, в общем-то, очень полезная и очень серьезная работа с вашей стороны. По поручению правительства Ингушетии в летний период паводков с сотрудниками министерства в составе межведомственной комиссии проведено обследование гидротехнических и мостовых сооружений, а также русел рек на предмет готовности. Эта деятельность способствовала беспрепятственному пропуску паводковых вод в 2022 году. Иса Татиев рассказал, что в течение всего периода проводился мониторинг состояния русел рек, а муниципальными образованиями проведены и санитарные работы по уборке источников от насосов, крижей, поваленных деревьев, а также очистка ливневой канализации. Вы обследовали все мосты в части заторов, которые, чтобы не было паводка или бесконтрольного, так сказать, разлива той или иной речки. У нас хоть и маленькие речки, но они у нас буйные, а когда осадки выпадают, то они становятся очень буйными. Поэтому в целом ваша работа, она удовлетворительная и, можно сказать, хорошая. Поэтому я хотел бы, чтобы вы старались свою работу также продолжали делать. По данным ведомства, в период купального сезона с 1 июня по 31 августа спасатели совместно с отделом безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Ингушетии принимали участие в патрулировании водоемов. Активная работа в 22-м министерством проводилась для решения задач, связанных с размещением эвакуируемого населения при угрозе военной агрессии и возникновении ЧС. Так разработаны и утверждены перечень пунктов временного размещения пострадавшего населения, реестр подвальных помещений, предусмотрен для укрытия населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. По итогам проверки их состояния установлено, что 30% подвальных помещений непригодны для укрытия населения. Акт направлен в муниципальные образования для организации работы по устранению нарушений. Разработан утвержден реестр подвальных заглубленных помещений. Мы их провели в порядок, который... Это мобилизационные... Подвальные помещения, где они числятся за МОП. Они чистят за МОП, и те, которые, куда люди, если какие-то вещи должны происходить, куда им прятаться, что там должно быть. И администрация, эти подвальные помещения, какие документы должны иметь и куда людям идти. Но они сформировали документы? Частично. До конца эта работа продолжается. Вместе с тем, для повышения готовности министерством предпринимаются превентивные и образовательные меры. В уходящем году проведено 10 мероприятий оперативной подготовки, 6 командно-штабных учений и тренировок, 3 тактико-специальных учения и 1 объективная тренировка. В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики подготовлено 287 человек руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Также мы у себя провели 2 сбора с администрацией глав районов и городов, где объяснили в свете тех последних решений, которые в этом году начали. Обучение какое направление?
по гражданской обороне покатегорирован. Частичное население и специалисты, которые занимаются гражданской обороной в администрациях городов, районов и на больших предприятиях. В соответствии с планом-графиком проводятся мероприятия по мониторингу реализации концепции и преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. За 2022 год охвачено порядка 70 образовательных учреждений. Также, благодаря содействию главы, в текущем году министерство обзавелось новой спецтехникой. У нас есть фонд страхования всех объектов республики, который документирует на все, бывает же чрезвычайная ситуация, пожар, там, другие вещи, мы документируем, заносим на флешку, на магнитоносители. Все, что имеется в этом предприятии, оно ложится и хранится у нас. Отработано тоже сейчас заканчивать эти вещи. Ну и, конечно, надо сказать спасибо ваш адрес, то, что у нас не хватало, по нашей просьбе мы обращались. И в прошлом году нам выделили технику, помогли с деньгами, мы дооснастили все 6 отрядов специальным альпинистским снаряжением, они у нас укомплектованы. И плюс вот остаток 2 машины мы докупили вот в этом году, вот с участием этих 2 машин, 5 машин. И сейчас спасатели у нас 100% укомплектованы своим автотранспортом. По итогам встречи Махмуд Али Калиматов в целом отметил эффективность проделанной работы Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона. Пожелал, чтобы и дальше не сбавляли темпов, ведь от качества их деятельности во многом зависят жизни и здоровье людей. В преддверии Нового года хочу вас и ваш личный состав поздравить с Новым годом наступающим, чтобы в семье было хорошо. Ну и тогда и на работе все будет хорошо. Диана Дударова, Новости 24.